Значит, опыт исламской экономики интересен тем, что исламский банк не дает просто так деньги вот под процент. И вот в исламе есть принцип справедливости, и поэтому банк на самом деле принимает участие в бизнесе. Если человек обращается за деньгами, то банк, попросту говоря, вместе с ним образует как бы акционерное общество и вместе участвует в его предприятии. И если оно будет успешным, то прибыль, естественно, тоже будет делиться. Но если будет неудачной, то, соответственно, банк точно так же несет здесь свои все риски и тоже будет терпеть убыток. Вот эта модель более справедливая. Насколько она устойчива в современном мире, это время покажет. Но я думаю, что сейчас в условиях кризиса именно банковской сферы, вот сейчас уже размышления об исламском банкинге, они все более и более становятся актуальными. Вот. Разумеется, что ислам дал и другие принципы. Вот, например, мне пришлось некоторое время жить в Кувейте. Это одна из 7 стран залива, Аравийского полуострова, из богатых стран, стран золотого миллиарда, как называют. Ну, конечно, за счет, безусловно, нефти, которой там много и которая очень дешевая. Но, тем не менее, интересно, как этими деньгами распоряжаются арабы в Объединенных Арабских Эмиратах, в Кувейте. Вот я могу вам интересную вещь сказать, что в этих странах нефть является до сих пор собственностью народа. Вот заметьте, она не приватизирована. Вот, она является общенародной собственностью, как было в Советском Союзе. То есть в этом есть элемент социализма. Вот. В то же время, конечно, магазины, там, рестораны, там какие-то производства там, бытовых предметов там, и так далее, да, это, безусловно, все частный сектор. Там частный бизнес действует по законам и так далее. То есть есть элемент капитализма. Вот. И далее распределение производится по принципам справедливости. Ну, конечно, они не идеально там соблюдаются, это понятно, люди есть люди, и, конечно, правители всегда склонны себе взять побольше, вот, но тем не менее это идет. То есть все граждане страны включены в сетку распределения доходов от нефти. Вот. И это уже, скажем, религиозный принцип, да? Ну, частично социалистический, частично религиозный. То есть получается такой исламский социализм с свободным рынком, примерно так вот, если уже эту модель как-то характеризовать.